На Юргане время итогов. Меня зовут Елена Мезенцева. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Огни небольшого города. Тут у нас тихо, спокойненько, хорошо. Из мегаполиса в глубинку. Сочи рядом. Республика у олимпийского экрана. Всем миром. На удивление, очень много людей откликнулось на нашу просьбу о помощи. Когда неравнодушие побеждает болезнь. Болеют пожарные, болеет полиция, болеют фотографы в нашей столице. Да разве только они? Мало кто сегодня не следит за событиями в Сочи. Конечно, наши есть и на олимпийских трибунах, но все же большинство переживает за Россию экраном. Виктория Палкина нарисует портрет местного болельщика. По замыслу сыктывкарских чиновников этот экран на Стефановской площади должен был стать главной ареной для трансляции Олимпиады. Правда, пока горожане особого интереса к нововведению не проявили. По вечерам возле большого телевизора задерживаются разве что гуляющие мамы с колясками, да люди, идущие мимо. Лишь единицы признаются, пришли, чтобы поболеть за наших. Я тоже смотрю уже полчаса, как смотрю. У меня телевизор там есть, дома есть, но я здесь смотрю. Заодно отдыхаю, дышу воздухом. Впрочем, лыжная гонка с участием нашей спортсменки интерес у горожан все же вызвала. К экрану пришли около сотни болельщиков. Свою первую олимпийскую дистанцию бежала Юлия Иванова. На классической десятке воспитанница Сосногорской ДЮСШ проявила себя только в стартовом отрезке. В результате же стала 17-й. Но сыктывкарские фанаты готовы поддерживать спортсменов при любом исходе. Это здорово. Прошел, посмотрел, 5 минут поболел, уже классно. Мне нравится болеть в компании. Настроение совершенно другое, чем дома. Дома ощущения не те. А тут такая красота. Хоть и рабочее время, но тем не менее вот несколько десятков человек пришло поболеть за нашу землячку, за Юлию Иванову. Я думаю, завтра еще больше придет болеть за Волженцева. И мы свою энергию здесь совокупную им направим, и хоть чуть-чуть, но им поможем. Это еще одна компания болельщиков. Правда, покричать «Россия вперед!» они пришли уже в юношескую библиотеку. Специально на время Олимпиады в фойе книгохранилища установили экран. Читателям спортивный шаг руководства учреждения понравился. Были даже предложения продлить часы работы. У нас один молодой человек пожелал, чтобы мы транслировали открытие Олимпиады, которое было достаточно поздно. Он поинтересовался, а что будет Олимпиаду и открытие вы тоже будете, библиотека будет работать и вы будете показывать Олимпиаду. Но, конечно, у нас это не получилось, но мы приняли во внимание, что есть желающие, которые придут и посмотрят Олимпиаду в прямом включении даже в 11 часов ночи. Владельцы спортивных баров говорят, пока олимпийского ажиотажа нет, хотя они его очень ждали. Многие даже акции для болельщиков придумали. Но сегодня столики, если и бронируют, то лишь во время отдельных спортивных дисциплин. Хоккей. На открытие Олимпиады было много народу. Биатлон приходят смотреть. И на коньках покатаются. Тоже замечательно приходят. В спортивных магазинах ажиотаж случился накануне Олимпиады. Особой популярностью пользовалась атрибутика с российской символикой. Первым делом болельщики раскупили флаги. Потом взялись за фанатскую экипировку. Как горячие пирожки разошелся товар, стоимость которого не превышает 500 рублей. А вот официальная хоккейная форма национальной сборной пока висит. Это и понятно, цена-то кусается. С началом Олимпиады, в преддверии Олимпиады, с российской символикой вообще было очень все популярно. Мы практически все продали. Очень много шапок, варежек, шарфов, флаги такого плана. Практически в самом деле мало что осталось у нас. Матвей Попов собирается на Олимпиаду со своим другом Данилом Ермолиным. Дошколята в Сочи едут с родителями. Пока мальчики подтягивают свою спортивную форму, старшие члены семьи упаковывают чемоданы. Хочется, чтобы впечатления от Олимпиады остались у ребенка на всю жизнь. Самое главное, нам показать ему это спортивное единство, спортивную жизнь всей страны и даже всего мира. Болельщики, которые только собираются в Сочи, подсчитывают предполагаемые расходы. Проживание в самом скромном отеле в сутки от 3000 рублей. Если очень повезет, в эту сумму будет входить и завтрак. Такси от 700 рублей. Цена билета, к примеру, на биатлон около 4000. А на ближайшие хоккейные матчи нашей сборной свободных
свободных мест вообще нет. Впрочем, такие расходы истинных болельщиков не пугают. Они уверены, это небольшая плата за возможность воочию увидеть Олимпиаду. Она ведь особенная, домашняя. Виктория Палкина, Владимир Шишкунас, Антон Ворожищев об итогах олимпийских наблюдений за фанатским сообществом. Конституции Коми в понедельник исполнится 20. Эта дата кажется негромкой только тем, кто не знает вообще или уже не помнит, в какое время она создавалась и чем мы ей обязаны. Татьяна Супряткина сейчас освежит нашу память. Начало 90-х годов. В стране царит хаос. СССР как единого целостного государства больше нет. Все союзные республики приняли декларации о своем государственном суверенитете, в том числе и РСФСР. Получив независимость, первое, что должны были сделать депутаты Верховного Совета – разработать новую конституцию. Найти общий язык и принять, наконец-то, новый вариант главного документа долго не получалось. Сказывалась сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов. Мы вынуждены были принимать. Вы понимаете, Конституция России, тогда РСФСР еще, она вся была переделана. И вы понимаете, она состояла из клочков фактически. Потому что когда вносятся изменения, то и вносит определенная группа. Вторые изменения – вторая группа. Единства нет. Ведь когда разрабатывается Конституция, нужен единый документ. Поэтому и у нас была создана эта комиссия. Возглавил ее Спиридонов Юрий Алексеевич, председатель Верховного Совета Республики Коми, и работа эта началась. Если федеральная конституция рождалась в ожесточенных спорах, то региональный документ принимали абсолютно спокойно. За основу взяли провозглашенные принципы. Ключевой из них – принцип разделения властей. Разошлись исполнительные, законодательные и судебные власти. К слову, наша конституция родилась намного раньше российской, еще осенью 93-го. Но принять ее значило прыгнуть выше головы, а делать это было никак нельзя. А потому наши народные избранники еще несколько месяцев ждали, когда же будет дан зеленый свет. Здесь, конечно, возникали споры. Главный спор был, значит, какой? Тогда все эти автономные республики хотели иметь во главе, значит, своих республик президентов. Но основная часть нашей комиссии, значит, рассматривала этот вопрос, что в России должен быть один президент. Поэтому вот на этом фоне, значит, вроде мы пришли к единому мнению, что не должен у нас в республике быть, не должно быть никакого президента, а должен быть глава. За 20 лет Конституция Коми претерпела много изменений. В нее внесли больше 100 поправок. Все они касались в основном исполнительной власти. Неизменной всегда оставалась и остается вторая глава основного документа, где четко прописаны права и свободы человека. Главное, на мой взгляд, что не менялись, во-первых, глава 2 – это права и свободы человека и гражданина, и основы, скажем так, конституционного строя Республики Коми. Они менялись, был такой период. Но последние годы, уже достаточно давно, это оставалось неизменно. А что касается изменений по Государственному Совету Республики Коми, там, по порядку выборов, там, по количеству там, и так далее, по органам исполнительной власти, ну, это жизнь, и, в принципе, такие изменения были, есть и будут, без них никак нельзя. Последние изменения Конституции Республики претерпела осенью прошлого года, когда парламентарии региона утвердили новую кадровую единицу в исполнительной власти – председателя правительства республики. За прошедшие 2 десятилетия положения Конституции не потеряли своей актуальности. Все законы, которые мы сегодня принимаем в Республике Коми, прежде всего базируются на ее положениях. Но в то же время нужно понимать, что Конституция не статична, и в нее сегодня вносятся поправки, которые, конечно же, прежде всего вызваны изменениями в федеральном законодательстве и в общественно-политической жизни нашей республики. К юбилею Конституции Коми в Национальном музее республики откроется выставка. Она расскажет о том, кто и как писал главный региональный документ. Местные сотрудники надеются, что экспозиция вызовет интерес, ведь откроет многие малоизвестные страницы создания Конституции. Татьяна Супряткина, Алексей Паршуков о рождении главного закона республики и итогах его 20-летней работы.
На неделе Вячеслав Гайзер поддержал предложение усть-куломцев. Региональный семейный капитал можно будет тратить и на оздоровление детей. Учитывая, что инициатива направлена на формирование здорового поколения, что особенно важно в условиях Севера, я дам поручение как можно быстрее рассмотреть предложение сельчан, заявил руководитель региона во время поездки по району. Мать двоих детей Татьяна Выборова пока получила только общероссийский капитал. Региональные, напомню, дают за третьего и последующих. Первые сертификаты на региональный семейный капитал в Коми вручили в июле 2011-го. Таким образом, республика стала одним из первых субъектов, которые ввели поддержку семей, где родились третьи и последующие дети. Причем наш регион отличился и суммой капитала – 150 тысяч. В большинстве других субъектов сумма не превышала и 100 тысяч. Идея, конечно, очень хорошая для поддержки многодетных семей. Конечно, наше правительство еще больше помогает. Такая мера поддержки в полной мере оправдала себя. В семьях Коми с каждым годом все больше появляется и третьих, и последующих детей. К примеру, в 2013-м таковых появилось на свет 1988. Это на 225 больше, чем годом ранее. Всего же в республике семейным капиталом уже воспользовались более 4000 семей. Когда в Коми вводили региональный капитал, разве что ленивый не делал прогноз, мол, рожать начнут ради денег. Сегодня в Агентстве социального развития Коми такие суждения уверенно опровергают. Прошлым летом специалисты опросили 1000 семей, которые как раз обратились за сертификатом. Как показала статистика, материальные ценности для них далеко не главное. Очень такой приятный вывод, и, возможно, как-то отметить какие-то представления в этих семьях, что в основном это у нас, в общем-то, люди с образованием, имеющие свое жилье, процентов 80 они имеют свое жилье. Другой вопрос, какое жилье, требующее или не требующее ремонта и так далее, да. И самое главное, что это люди с такими ценностями, у которых семья, дети и благополучие, здоровье своей семьи – это в приоритете. Сегодня использовать региональный семейный капитал можно на образование, платные медицинские услуги и улучшение жилищных условий. Кстати, именно на эту статью чаще всего тратят заветные 150 тысяч. В последние годы жители активно предлагают расширить возможности документа. К примеру, пополнить список ремонтом и перепланировкой. Одно из последних пожеланий – добавить еще и оздоровление. Сегодня вице-губернатор Тамара Николаева заверила, инициативы граждан уже в ближайшее время облекут в документальную форму. По крайней мере, специалисты сейчас плотно прорабатывают изменения в закон. На проведение и капитального, и текущего ремонта, на перепланировку жилого помещения. И, конечно же, рассматриваем возможность использования его под цели санаторно-курортного лечения семьи, возможности оплаты проезда к месту отдыха и обратно, потому что мы понимаем, что это тоже очень затратная статья семейного бюджета. И я надеюсь, что скоро у нас на ближайшей сессии Государственного совета мы внесем соответствующие изменения, и семьи получат такую возможность. Депутаты Госсовета наверняка единогласно поддержат эти изменения в закон. Поправки заработают как раз к лету, а значит, многодетные семьи смогут уверенно планировать совместный отпуск. Татьяна Выборова, Дмитрий Ведерников. Об итогах использования капитала в пользу семейных ценностей. Теперь о других людях и событиях недели. Топ-7 времени итогов. В Иркутинске приют для бездомных животных принял первых постояльцев. Ими стали более 60 собак, которых на улицах города подбирали волонтеры. Жителей поселка Озел Сыктывдинского района терроризируют быки, которых местный фермер практически никогда не загоняет в стойла. По словам сельчан, владельца стада не раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил выпаса животных, но рогатые по-прежнему свободно гуляют по поселку. Один из лидеров Коми Войтер Валерий Марков включился в борьбу за права трудящихся Монди ЛПК, которая закрывает дочерние предприятия в муниципалитетах и может лишить надбавки за вредность часть работников головного предприятия. На следующей неделе Коми Войтер планирует высказать свои претензии руководству СЛПК на встрече представителей коренного населения и Монди. Вячеслав Гайзер вошел в состав попечительского совета Сыктывкарского госуниверситета. В качестве приоритетов он отметил возможность прямого согласования планов развития региона и участия в этом выпускников и преподавателей СГУ, разработки более понятной и прозрачной системы набора студентов на целевые места, развитие в структуре вуза медицинского направления.
Депутаты Удары освободили от занимаемой должности руководителя администрации района Василия Федорова. Он написал заявление по собственному желанию. О своем уходе теперь уже бывший глава муниципалитета заявил еще в октябре. Депутаты Сыктывкара выбрали главу города, председателя совета. Как и ожидалось, большинство народных избранников оказало доверие Владимиру Жарикову, который с конца декабря исполнял обязанности главы Сыктывкара. Общественная палата Коми вмешалась в ситуацию с закрытием мини-рынка в Сыктывкарском микрорайоне Орбита. Комплекс должен работать до июля, затем на его месте построят многоэтажный дом. Но такая незавидная перспектива не устраивает торговцев, поэтому они бомбят жалобами общественников. Комиссия по местному самоуправлению ЖКХ при Общественной палате уже направила официальное обращение мэру Сыктывкара Ивану Поздееву. Негативную оценку афганской войны необходимо пересмотреть, заявил накануне Российский союз ветеранов Афганистана. Постановление Второго съезда народных депутатов СССР, которое в декабре 1989-го осудило военное вторжение в чужую страну с политической и моральной точки зрения, до сего дня считается официальной позицией государства. Поспешные, по мнению ветеранов, выводы привели к сокращению социальных гарантий. Завтра выводу советских войск из Афганистана исполнится 25 лет. За четверть века отношение общества к тем событиям не стало однозначным. Однако безусловным и бесспорным остается тот факт, что наши соотечественники исполнили свой долг честно и мужественно, не изменив ни присяге, ни боевому братству. Эхо Афгана у Евгения Ракина. Четверть века позади, а боль в душе осталась, и ничем ее не заглушить. Война не отпускает просто так. Смерть, ранения, утраты. После такого возвращение в мирную жизнь проходит по-разному. Кто-то по привычке продолжает разрушать, другие ищут покоя в созидании. Ветеран Афганистана Валерий Стадиенко – один из таких людей. Сейчас он руководит отделом вневедомственной охраны в Воркуте. Говорит, на войне видел многое и никак не ожидал, что вернется на гражданку человеком, любящим жизнь и добро. Где-то там все в душе сказал, что нельзя таким быть, и нельзя. Надо жить по-новому, надо жить по-другому. И как-то такое, вот, как мне мать сказала, я приехал на дембель домой, и первые слова, которые, не первые, там через день, по-моему, мать сказала: мама, я хочу жениться и хочу детей. И она так удивилась этому, вроде бы, говорит, как-то в тебе планах никогда не было этого, и ты, ну вот как-то так вот, жизни захотелось жить. Почти сразу после вывода войск из Афганистана начались споры. Так ли необходимо было военное вторжение? И почему внутренние разборки в чужой стране вдруг стали нашей войной? Мало кто понимал, в чем вообще заключалась так называемая интернациональная миссия. Однако советские солдаты приказы не обсуждали, а выполняли свой долг. Именно поэтому сегодня афганцы настаивают на пересмотре той негативной оценки, которую в декабре 1989-го дали народные депутаты СССР. Я встречался с сенаторами Афганистана. Это бывшие, по сути дела, боевики, с кем мы воевали. Мы сидели за столом, пили чай и общались, и вспоминали, где мы были. И вы знаете, что самое интересное для себя услышал, когда они говорили: возвращайтесь, потому что сегодня, только сейчас мы понимаем, кто были вы и кто сегодня пришел к нам. 60% всей экономики Афганистана – это то, что сделали русские. Вот. Это сегодня та растительная система, которую могут восстановить только россияне. Потому что сегодня американцы это не делают. Афганскую войну нельзя считать проигранной, твердо уверены ветераны-интернационалисты. Хотя бы потому, что задачу победить перед ними никто не ставил. Цель была другая – сохранить мир. И это не пустые слова. Рассекреченные в наше время документы свидетельствуют о том, что как раз в 80-е в среднеазиатских республиках зарождались радикальные настроения, а значит, религиозный экстремизм мог пересечь и южные границы СССР. 9 лет 40-я армия служила по сути своеобразным щитом, оберегавшим в том числе и национальное единство дружных советских народов. Легендарная 9-я рота геройского 345-го полка. Об этих ребятах снят художественный фильм. Вполне правдиво и в деталях, красиво, патриотично, но больше для массового зрителя, что, наверное, тоже хорошо. Главное, чтобы потомки не забывали героев. 345-й полк, я говорю, это был художественный фильм. То, что я служил в этом полку, то, что взрыв самолета был, да, там еще что-то такое вот было, там
Вот эта анава была, там то, что продукты тырили. Все это было. Вот. И то, что взрыв самолета был, там погибло несметное количество дембелей вот этих, все это. Он за этим сам, как его, за медсанбатом упал. Героев той войны в Коми вспоминают каждый год. Вот и на этот раз традиционный митинг у памятника воинам-интернационалистам собрал более 100 человек. Изменилось государство, выросло новое поколение граждан нашей страны. И именно сегодня, когда Россия вновь укрепляет свои позиции как великая мировая держава, очень важно отдать должное тем, кто своим здоровьем, своей жизнью добывал особый статус и силу и мощь нашего государства. Очень важно каждый день в постоянном режиме рассказывать молодежи, какую цену заплатила и платит наша страна за свою силу и свой авторитет в мире. Патриотическое воспитание молодежи – одно из основных направлений ветеранского движения в Коми. При активной поддержке правительства региона эта работа уже приносит свои плоды. Так, в прошлом году удалось без труда набрать призывников в армию. В прошедшем году, в декабре, был создан Центр патриотического воспитания, о котором мы говорили много-много лет. Он уже создан указом главы. В феврале будет рассматриваться вопрос на правительстве о патриотическом воспитании, он второй раз уже рассматривается. В общем, кадетские школы создаются, кадетские классы. Впрочем, у афганцев сегодня есть довольно много социальных проблем. 263 ветерана сейчас стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Цифра почти не сокращается. Проблема в размере субсидий на приобретение жилья. Ее размер всего 662 тысячи рублей. Это средняя стоимость 18 квадратных метров. Естественно, этих денег на покупку квартиры не хватает. Поэтому депутаты Коми решили поддержать инициативу об увеличении субсидируемых квадратных метров до 36. Кроме того, по предложению Вячеслава Гайзера, народные избранники предлагают отменить еще одно ограничение. Буквально на этой сессии мы будем рассматривать, тоже выходим с инициативой Государственного Думы, значит, о отмене такого порога ограничения, как 2005 год. Ну, ветераны боевых действий, в частности, все знают, то есть тот, кто успел стать до 2005 года, тот имеет право на улучшение жилищных условий. Тот, кто стал после 2005 года, а таких очень много, тот не пользуется этим правом. Вот. И тоже я очень надеюсь на то, что наша инициатива будет поддержана и это ограничение будет убрано. Не менее актуальны и вопросы здравоохранения. В республике есть госпиталь для ветеранов боевых действий, но афганцы попадают туда нечасто, уступают место людям постарше. Хотя медики всегда готовы принять афганцев вне очереди. Понимаете, как говорят, вот многие афганцы говорят, ну нам неудобно ложиться, когда идет там бабушка или дедушка. Но с другой стороны, да, но они тоже нуждаются в лечении, в реабилитации. Представляете, минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы. А у нас база достаточно подготовлена для этого. Впрочем, афганцы люди скромные. Они не привыкли просить. Воспитаны так. Вот сейчас, вот в ваши годы, если подумать и вернуть то время, а вы бы пошли? Ну да, конечно, пошел бы. А почему? Ну как? Потому что кому-то надо защищать Родину. Ты верен долгу и присяге, и целиком Афганистан застыл в твоем последнем шаге. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, память лица поставила в ряд. Евгений Ракин, Вячеслав Беспалов, Константин Стратенко об итогах войны, эхо которой доносится даже спустя четверть века. Увидимся после рекламы. Завтра в 40 странах мира День детей, больных раком. Почему он появился, думаю, понимает каждый, кто обращает внимание на призывы о помощи, которые ежедневно появляются в тех же соцсетях. Согласно медицинской статистике, около 200 тысяч детей ежегодно заболевают раком. Половина умирает. Но другая-то ведь выздоравливает. Любовь Лапина расскажет одну такую историю.
Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако 10-я часть случаев рака выявляется только на 3-й стадии, а у 8% детей его диагностируют лишь на 4-й. Например, как у сыктывкарской малышки Насти Балашовой. Аденобластома в 4-й стадии, предпоследней, направил нас в клинику имени Блохина онкологическую, где в течение 10 дней мы проходили обследование. И врачи, к сожалению, сказали, что есть только один путь спасения ребенка – это удаление глаза. Выявить недуг удалось не сразу. Началось все с того, что старшая сестра Насти заметила – малышка косит. Пошли к окулисту. Это было в ноябре 2012 года. Та сказала – все хорошо, не обращайте внимания. Затем к платному специалисту. Опухоль он тоже не разглядел. Поставил диагноз – врожденная катаракта левого глаза. Необходимо было поменять хрусталик, как нам объяснили врачи. Мы обратились в клиники имени Федорова в городе Санкт-Петербург, Чебоксары и Москва. К сожалению, это была новогодняя суета была, и клиника Чебоксар и Санкт-Петербурга нам отказали. А Москва согласилась принять даже без очереди. Мы сели на самолет и полетели туда. После чего врачи данной клиники нам поставили такой страшный диагноз. Сложность диагностирования заключается еще и в том, что форм онкологии очень много, около 200. Болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия или рак крови. В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливает 3 из 4 детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах сегодня живет 80% детей с онкологическими заболеваниями. В России смертность детей от рака уступает только смертности от травм. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживаются у 12-15 несовершеннолетних из каждых 100 тысяч. Современные методы лечения позволяют спасти около 70% больных детей. Многие из тех, кто все же погибает, также могли бы выжить. Их не удается спасти в силу нехватки средств, донорской крови и квалифицированной медицинской помощи. Действительно, есть медицинские технологии, которых в России нет. Ну, например, лучевая протонная терапия. Но большинство детей, большинство мам обращаются не потому, что ребенок в России инкурабелен, а потому что коек нет, места нет. Его могут вылечить в России, но ему места нет. Его записывают на май, а он не может ждать до мая. Он до мая помрет. И поэтому эти люди, не потому, что наша медицина вылечить их не может, а потому, что наша медицина очень маленькая. Именно поэтому сегодня многие родители пытаются искать помощь за рубежом. Балашовы не стали исключением. Глава семейства признается, в первое время руки опустились, но затем ВКонтакте они нашли семью из Усинска. У девочки Маши Артеевой был тот же диагноз. Созвонились. И они нам объяснили, что лечатся в Америке, что у них все хорошо, что также им в России ставили оба глаза на удаление. И вот спустя какое-то время, там полгода лечения в Америке, у них все хорошо, доктор сохранил им глаза и вернул зрение. Балашовы начали действовать, открыли группу ВКонтакте для сбора средств. За 2 недели собрали 1,5 миллиона рублей. Связались с клиникой, врачи согласились принять. Визу сделали сразу после новогодних праздников, всего за 12 часов. И 15 января прошлого года Настя оказалась в Америке на лечении. Первоначально только на обследование ушло $55 тысяч. Затем последовало лечение. Общий счет в переводе на рубли составил почти 12 миллионов. Большую часть денег Балашовым перевел Русфонд. В прошлом году Русфонд отправил лечиться за границу 202 ребенка. Из них с онкологическими заболеваниями 43. Умерло из них 6. Соответственно, мы имеем за 1 год только по онкологическим заболеваниям 37 детей, которые либо выздоровели, либо находятся в устойчивой ремиссии. 4 химиотерапии, 2 операции лазером. Опухоль прижигали. Последний раз еще в мае прошлого года. С тех пор в Америку семья ездит только на обследование. Врачи говорят, что все хорошо. То есть опухоль, буквально этот месяц, 4 февраля было последнее обследование. Опухоль в глазу умерла, сетчатка глаза встала на место плотно, начали образовываться новые сосудики, появляться зрение, то есть все замечательно.
Праздновать победу, конечно, пока рано. Опухоль, по словам американского врача Насти, умерла. Но под контролем врачей девочка будет еще очень долгое время. О полном выздоровлении Насти Балашовой можно будет говорить только тогда, когда ей исполнится 10 лет. Любовь Лапина, Павел Фетисов об итогах непростых испытаний, с которыми можно справиться всем миром. Образованные, состоявшиеся в профессии жители мегаполиса все чаще их покидают. Бегут не от бедности, конечно, что не устраивает, очевидно: экология, пробки с одной стороны и бешеный темп жизни с другой. Но встречный поток по-прежнему мощнее. Жители провинции как рвались, так и рвутся покорять большие города. Подробнее Нина Чешкова. Студентка лесного института Кристина Ануфриева вот уже 5 лет мечтает об одном – поскорей уехать из Сыктывкара. До сих пор девушку останавливала только учеба. Но нынешним летом Кристина наконец получит диплом о высшем образовании и уедет. В Коми, уверена девушка, ей не место. Ее манит большой город, он интригует своими огнями и притягивает радужными перспективами. Первым делом я найду престижную работу, зарабатывать буду на квартиру, сниму, найду своих друзей, буду также продолжать заниматься спортом, любимым своим делом, и искать новых друзей. Впрочем, многие сыктывкарцы не сомневаются. То, что их город небольшой, это преимущество. Их главный аргумент в пользу столицы Коми – меньше народа, больше кислорода. К слову, в провинции дышится действительно легче, чем в городах-миллионниках. Я общаюсь с людьми, которые жили в мегаполисе, они говорят, что там ужасный воздух. И слишком быстрый темп жизни. Жили, не понравилось. Ну как, путешествовали? Путешествовали, да. Не понравилось. Домой тянет все равно. Мегаполис, есть, много народа, мельтешение это, а тут у нас тихо, спокойненько, хорошо. Лучше в маленьком городке, чем в больших. Ну, там беготня, куча народу и кислород грязный. Я бы из Сыктывкара куда-нибудь уехала бы, в какую-нибудь глубинку. Если бы в глубинке были бы условия для учебы для детей. А так нет, здесь в городе мне вообще не нравится. Мы жили из мегаполиса, приехали сюда. Побег из большого города в глубинку вовсе не сказка. Все чаще жители мегаполисов жертвуют многочисленными преимуществами столичной жизни и остаются в провинции навсегда. Тенденция побега из каменных джунглей охватила мегаполисы всего мира. По статистике, уже сейчас 15% жителей Сиднея, Монреаля, Нью-Йорка, Бостона готовы покинуть эти города. В обеих российских столицах потенциальных беглецов пока лишь 7%. У таких людей есть и жилье, и деньги, но их не устраивает мегаполис как система. Хрестоматийный пример – римский император Диоклетиан, который променял власть и могущество на возможность выращивать капусту в одном из своих поместий. Капусту бы я вряд ли бы там, сейчас, по крайней мере, да, в своем возрасте бы стал растить и говорить, какая она классная, посмотрите, да. Но, тем не менее, наверное, отчасти в этом правда есть, потому что все-таки романтичность в русской душе никто не отменял. Похоже, романтики в душе новоиспеченного жителя Сыктывкара Константина Бабакова хоть отбавляй. 3 года назад он буквально бежал из Москвы, куда глаза глядят. Билет до Сыктывкара мужчина купил наугад. Было желание вообще уехать куда-то далеко на север и, как это романтично звучит, там рубить деревья, там пилой дружба. Но на самом деле получилось все более прозаично. Причины очень личные. Время и расстояние решили эти проблемы, причем побег из российской столицы никак не отразился на карьере Константина. Сейчас мужчина входит в десятку ведущих топ-менеджеров крупной федеральной компании. Сыктывкар стал для него родным домом. А вот коренная москвичка Татьяна Попова приехала в наш северный город вслед за любовью. Женщина вышла замуж за сыктывкарца. Кстати, совершенно неожиданным для меня было то, что здесь люди друг на друга смотрят. В больших городах люди друг на друга не смотрят. И я первое время, первые 2 месяца у меня был самый настоящий культурный шок. Я шла по улице и все время себя осматривала. У меня все в порядке. Почему на меня смотрят люди? Руководитель комитета информатизации и связи нашей республики Александр Селютин тоже коренной москвич. В Сыктывкар его привело предложение возглавить IT-отрасль региона. По его мнению, профессионально реализовываться здесь не то чтобы проще, а интереснее.
Москва – это как стена, которая вся изрисована граффити. Если ты хочешь хоть что-то нарисовать, ты даже миллиметра там с трудом найдешь, чтобы туда втиснуться и начать рисовать. А здесь все стены свободные, все холсты белые. Там, приходи, рисуй все, что нравится. Наша республика, считает Александр Селютин, в буквальном смысле взрывается от энергии развития. Именно поэтому она так притягательна для жителей крупных городов. Плюс ко всему, регион достаточно развит в плане комфорта и социального обеспечения. Хорошая экология и спокойная, уверенная жизнь – то, чего так недостает мегаполисам. Как будто находишься внутри какого-то атомного реактора, который вырабатывает просто безумную энергию. Но, безусловно, это дает определенную и выработку, и усталость, ну, потому что, в общем-то, в таком ритме достаточно трудно существовать. Предприниматель Федор Овчинников, вошедший в двадцатку молодых успешных бизнесменов России, ярый противник стереотипа, что в провинции не может родиться ничего хорошего, потому как своим примером молодой человек, к слову, коренной сыктывкарец, доказал всей стране обратное. Я вижу большие плюсы для того, чтобы стартовать какой-то бизнес именно в Сыктывкаре. Это может быть нестандартный ход, но в этом есть много плюсов, потому что я лично, как предприниматель, в Сыктывкаре более эффективен, потому что здесь небольшой город, и я могу сделать в день даже гораздо больше. Здесь нет там пробок, многие вещи гораздо дешевле, чем в Москве. Жить ярко и интересно, считает Федор, можно и в провинции. Все зависит от самого человека. Я знаю много людей, которые живут в Москве, в Питере, но они живут в своих спальных районах, выезжают там точно так же там, раз в 2 месяца в центр города. Их жизнь практически не отличается от там, жизни среднестатистического жителя Сыктывкара. И опять же, я могу сесть на самолет, и там 1,5 часа, и ты уже в центре, ну там 2 часа, и ты уже в центре Москвы. Там хорошо, где нас нет, гласит народная мудрость. Может, именно поэтому толпы молодых и талантливых провинциалов в поисках счастья и успеха ежегодно отправляются покорять столицы нашей Родины. Однако тот факт, что сами коренные жители больших городов без сожаления покидают мегаполисы, серьезный повод задуматься. Нина Чешкова, Алексей Паршуков, Вячеслав Беспалов об итогах неистребимых стремлений русской души. В торгово-промышленной палате Коми сегодня открылась выставка продажи кировского мехового производителя «Зимняя сказка». Покупать шубы и шапки можно будет еще 2 дня, в субботу и воскресенье. Смотрите и впечатляйтесь, а я с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и до встречи!